Абхазия вроде бы дружественная по отношению к России республика, хотя есть много нюансов. Живет почти никем не признанное маленькое государство за счет России. Дешевые ресурсы, электричество, туристы российские оставляют там много денег. Вот только что-то дать взамен руководство республики не очень хочет. Точнее, ничего не дает. Кроме тумаков россиянам, как выяснилось, на днях. Роман, гражданин России, вез туристов в Новый Афон. Он не экскурсовод, а обычный водитель. Получает деньги за перевозку пассажиров, а платные экскурсии уже люди по своему желанию покупают на месте в Абхазии. По словам Романа, сотрудники пограничной службы Абхазии завели его в вагончик и избили. А когда выяснилось, что никаких нелегальных экскурсий Роман не проводит, начальник абхазских пограничников предложил забыть об избиении и просто разойтись. Однако Роман написал жалобу в МИД Российской Федерации. Кстати, бил Романа не простой пограничник, а профессиональный боец ММА Томас Тарба. Побои сняты. Будем надеяться, что дело не спустят на тормозах. Это происшествие вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей, которые принялись критиковать действия и абхазских пограничников, и руководства республики. Однако, чему здесь удивляться, если в Государственном музее Абхазии на днях открылась новая экспозиция, посвященная героям республики. Не поверите, среди них оказался и Шамиль Басаев, человек, которого многие помнят как одного из самых известных террористов в истории постсоветского пространства. Шамиль Басаев в 1993 году действительно сражался против грузинских войск, однако его методы борьбы вызывали множество вопросов. Басаев занимался этническими чистками, что стало причиной его негативной репутации как в России, так и за ее пределами. Для многих он стал символом террора и насилия, а не героизма. Тем не менее, в Абхазии его имя стало частью национальной мифологии, и теперь он представлен как герой. И интересно, что на здании музея, где проходит эта экспозиция, висит табличка о том, что он был восстановлен при поддержке России. Да, на деньги России, что безвозмездно выделялись до недавнего времени Гагаром, много чего было построено и восстановлено, в том числе и больницы, и школы. С одной стороны, Абхазия с удовольствием берет деньги у Москвы, с другой, за нашей спиной восхваляет врагов России. Вот так Абхазия благодарит Россию за то, что наши миротворцы в 2800 году погибали за эту республику, чтобы ее граждан не уничтожили грузины. Друзья, ставьте лайки, делитесь комментариями, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные публикации.